линии 117. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?». В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум, студия Натальи Троицкой. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – как не стать пациентом ревматолога. Ну или, если вы уже стали, как с этим дальше жить. И я думаю, что у кого есть какой-нибудь диагноз типа ревматоидного артрита, какой-нибудь серьезный диагноз, либо какого-то другого аутоиммунного заболевания, иммуновоспалительного и еще аутовоспалительного, там столько заболеваний. В общем, ревматолог занимается очень многими заболеваниями, про которые мы даже не слышали. Ну и про которые сейчас все больше и больше и больше слышим. Ту же красную волчанку, болезнь Шегрена, про которую раньше как-то особо не говорили. Но ревматоидный артрит сейчас вообще все чаще почему-то звучит такой диагноз. Будем разбираться, почему, как это сейчас лечат у нас. И, в общем-то, образ жизни человека, и не только образ жизни, вообще жизнь с этим диагнозом. Потому что как-то очень много стигматизации везде. Как бы об этом не говорят, тут нет. А мы будем об этом говорить. Да, Алена Игоревна? У нас в студии главный ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая межокружным ревматологическим центром МКНИЦ, больница 52, Алена Игоревна Загребанева. Против меня такая красавица сидит. После отпуска, но загруженная вот так вот. Уже сказала, что все, сил нет. Но на эфир то и дело, потому что мы правильные вещи будем, необходимые вещи говорить. Правильно? Да, конечно, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели. Будем разбираться, почему аутоиммунные заболевания, вот про это слышат. А вот перед эфиром мы с вами общались, да, есть иммуновоспалительное, аутовоспалительное, аутоиммунные заболевания. Да, их очень много, что ли, получается? А мы все путаемся. Ну, у нас есть такое традиционное привычное мнение, что ревматолог занимается заболеваниями суставов. Да. Но артрит. На самом деле ревматолог занимается гораздо более широкой палитрой заболеваний, и заболевания суставов, позвоночника, воспалительного типа – это только часть нашей работы. Мы еще занимаемся аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями соединительной ткани, системными васкулитами, обменными заболеваниями, нарушение обмена веществ, которые приводят, ну, например, все знают про подагру, да, но и мало кто знает про двух других близнецов этого заболевания. Поэтому ревматолог занимается очень многим, что связано либо с нарушением работы иммунной системы, либо с нарушением, либо с воспалением, которое тоже бывает очень много от каких причин зависимое. Соответственно, аутоиммунные заболевания – это те заболевания, когда иммунная система вдруг неожиданно начинает принимать клетки организма своего хозяина как чужеродные, начинает атаковать организм, по сути, сам себя. Это похоже как-то с раком, да, вот с онкологическими заболеваниями, похоже как-то вот действие? Да, дисрегуляция иммунной системы. Угу. И эти заболевания на сегодняшний день становятся все более актуальными, и коронавирусная история, которая принесла в наш мир больше аутоиммунных событий, к сожалению, это факт. И с каждым днем становится выявляемость больше, я понимаю, да?
У нас выявляемость, я не могу сказать о том, что мы совершили какой-то безумный прыжок, но то, что этих заболеваний стало больше, все, что связано с ревматологическими аутоиммунными заболеваниями, больше стало аллергологических проблем, много стало крапивницы, в части случаев это часть наших заболеваний. Как это пересекается? Я думаю, это аллергологи, иммунологи тут. Это аллергологи, иммунологи, второе слово иммунологи, а наши все общие проблемы иммунологические. То есть здесь вопрос в том, что иммунная система начинает давать сбой. Он может быть генетически опосредованным, тогда мы говорим, что это врожденная ситуация. Этот сбой генетически может быть приобретенным. То есть вот сегодня мы, вот в 2000-х годах мы узнали слово синдром Вексас, а сегодня у нас уже выстроена диагностика этого заболевания, которое находится как раз между ревматологией и гематологией, но при этом диагностика в основном падает на плечи врачей-ревматологов. И если в 2000 году было описано это первый случай, то на сегодняшний день мы говорим о том, что это уже тысячи пациентов. Угу. Это уже приобретенная история. Соответственно, дальше мы начинаем говорить про другие наши заболевания, которые связаны в том числе и с неправильным образом жизни, которое очень важно. И не просто так появилась вот эта идея эфира, как не стать пациентом ревматолога. Вот, Алена Игоревна, как не стать пациентом-ревматологом? Мы про факторы риска говорили, и список достаточно большой. Многие специалисты, и косметологи в том числе, да, вот мы говорили, и сейчас обязательно скажем про какие-то моменты, они как бы обходят стороной и что-то не говорят. Но факторов риска достаточно много по возникновению заболевания. Вот причина до сих пор до конца не ясна, да, только генетика. Да. А вот факторов их много. Давайте прямо вот по списку пойдем. Что же делать? Так что сейчас кто-то, может быть, задумается, что-то исключить в своей жизни, как минимум курение. Пожалуйста, мы об этом постоянно говорим. Бросайте курить. Все врачи об этом говорят, умоляют, потому что тут по всем спискам, по всем заболеваниям, аутоиммуну в том числе. Вот, Наталья, на мой взгляд, мы неправильно говорим. Во-первых, к своему стыду, буквально всего несколько лет назад я узнала о том, что в Москве есть центр курения, который, в центре борьбы с табакокурением, с которым мы начали активно сотрудничать и ввели выступления специалистов этого центра в каждую школу московского ревматолога. Это бесплатно для москвичей, это даже не требует направления, это прямое обращение и помощь на месте. Казалось бы, очень простая история, курить вредно, это знают все, и многие из этих всех продолжают курить. Вот я всегда посмотрю немножко, как мне кажется, надо под другим углом посмотреть, почему пациент курит. Я много разговариваю со своими пациентами, потому что для меня важнее не просто довести его до ремиссии. Если можно вылечить или, по крайней мере, максимально улучшить его состояние, это всегда такая цель и задача для конечной точки. Для многих курение – это способ нескольких минут для себя, когда можно ни о чем не думать или думать условно в расслабленном состоянии. Мы же, как все говорим, мы покурить. Да. И ты понимаешь, что вот эти 3 минутки, они только твои. Вот, и для многих пациентов на самом деле это действительно способ расслабиться. Кто-то в этот момент наблюдает за дымом, кто-то... Медитация какая-то это своя. а-ля медитация. Да. Соответственно, если вы хотите убрать какую-то привычку, которая приводит вас лично к элементу расслабления, найдите другую привычку, в рамках которой у вас это же расслабление будет получаться. Потому что очень многие вещи, про которые мы сегодня будем говорить, и алкоголь, и курение, это ведь в некотором смысле способ немножко уйти из той жизни, в которой ты есть, и это, опять же, к вопросу стрессоустойчивости, про который мы тоже сегодня будем говорить. Поэтому
здесь всегда я говорю о том, что нужно замещение. И наши пациенты иногда они очень правы, потому что, ну, отлично, я сходил к врачу, говорят они. Есть мне ничего нельзя, пить мне нельзя, курить мне нельзя. Можно рассказать, что можно? Вот я как раз вот про таких пациентов, когда и медик, и медицинский психолог должен вообще поставить вопрос, что происходит у этого пациента в целом. А в целом очень много защитных реакций. Точно так же, как и алкоголь, это способ изменить некоторый градус, под которым ты смотришь на свою жизнь, забыть про какие-то проблемы, но просто про них можно забыть, например, занимаясь кайтсерфингом, а можно занимаясь, как это у нас принято говорить, литерболом. Да. Эффект временный, эффект, он одинаковый, а вред для здоровья или полезность для здоровья совершенно разная. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим избавиться от какой-то привычки, мы всегда должны подумать, зачем она нам вообще нужна была, потому что нужно добавить то качество, которое тебе дает вредная привычка, просто в каком-то очень здоровом процессе. Это нужно задуматься и поработать. Это же, опять же, какая-то работа нужна. Для этого перестроиться нужно, да. Алена Игоревна. Что там еще из факторов риска? Мы сейчас про курение, алкоголь, про стрессоустойчивость. Мне очень понравился этот момент. Образ жизни, физические нагрузки. На самом деле сегодня, как мне кажется, условно говоря, фитнес в любых его вариантах, это стало модно, по крайней мере, у молодежи. И, соответственно, как ревматолог, который в том числе занимается проблемами позвоночника и суставов, мой спич скорее обращен к моему возрасту и старше, потому что как только наш человек переступает 40 лет, да, дальше важность состояния мышечного корсета начинает приобретать особое значение, потому что мышцы отчасти, как насос, способствуют плотности костной ткани. Состояние мышц напрямую связано с тем, что мы едим, и уж тем более с физическими нагрузками. Конечно, да. Мы сегодня с вами все в большинстве своем работаем в сидячем образе жизни, и это нам не добавляет, условно говоря, здоровья, и спина для постоянного сидения должна быть достаточно сильной. Спрашивается, когда мы с вами ходим и занимаемся фитнесом, когда барышне нужно выйти замуж, молодому мужчине нужно сформировать свой внешний вид для той же барышни. Дальше мы говорим, что создалась семья, родились дети, и теперь можно на себе поставлен крест. Да, все. Причем это касается и мужчин, и женщин. И это именно та ситуация, когда я всегда говорю, вы должны формировать, мы все родом из своей семьи. Если у вас папа с мамой ходят в походы, в горы, постоянно выходные проводятся на природе, вы ровно это же будете продолжать в своей собственной семье. Собственно говоря, поэтому заниматься состоянием физического тела своего после 40 лет – это особенно важно и крайне необходимо. Поэтому на сегодняшний день это же очень много моментов. Это не обязательно фитнес-клуб, это прогулки. У нас потрясающе красивый город. Вообще можно ходить круглые сутки, на самом деле, по набережным, по паркам. Да вообще сейчас для пешеходов, мне кажется, рай в Москве, вот правда. У нас есть для старшей возрастной категории вот этот центр долголетия. И те пациенты, которые туда ходят, они становятся здоровее. Причем не только физически, еще и ментально. Потому что они находят себе интересных собеседников, интересных спутников. Они потом объединяются и ходят вместе на экскурсии. Они просто начинают жить, и этот градус своей жизни они поменяли себе сами. Потому что Москва – город уникальных возможностей, и этим в Москве занимаются тоже очень серьезно. Но, наверное, конечно, не могу не сказать про питание. Ох,
Питание. Ну что, Алена Игоревна, ничего есть нельзя, Это я к тому, что есть нельзя, пить нельзя, ничего нельзя, все. Итак, про питание. Вот это, слушайте, это напрягает всегда всех сразу. Так. Будучи, естественно, барышней, которая всегда пытается оставаться стройной, я вам могу абсолютно точно заявить. Самые лучшие диеты, на которых, когда бы мы сидели со своими подругами, это как раз регулярный прием пищи каждые 3 часа. Ведь вспомните, советское время, 3 приема основных, 2 дополнительных, ужин в 6. Как выглядит питание современного человека? Это, дай бог, чашка кофе утром, потом еще 5 литров кофе в течение дня, потом... С конфетками еще добавляется туда. С конфетками, с печеньками. Там же мало калорий, всего одна конфетка, печенка. Конечно, тут, она там же, не считается. Она же да. небольших размеров. Да. А потом ударный ужин после 9 вечера. Вот именно такие образы питания, они приводят к тому, что режим такой питания приводит к тому, что мы просто имеем абсолютно дисбаланс обменных, кучу проблем, из-за которых в том числе начинают болеть суставы и связочный аппарат, и позвоночник в том числе. Поэтому, конечно же, мы говорим про то, что питание должно быть регулярным. Это несложно организовать. Все, кто говорят о том, что это невозможно, лукавят. Знаю точно по себе, потому что и раньше у меня и для этого тоже не было времени. И очень важная история – это, конечно, то, что мы едим. Я не так давно, буквально несколько лет, реализовывала заветы нашего президента. И вот во время беременности мне врач сказал, что вы не должны кушать то, что вы не дали кушать своему годовалому ребенку. Как интересно врач сказал. Вы знаете, сказала, да. меня эта фраза зацепила. Еще бы. Потому что если ее экстраполировать дальше на всю жизнь, ты понимаешь, что годовалому ребенку ты не дашь вот эти газированные напитки, про которые так много говорят эндокринологи. Ты не будешь есть фастфуд, ты не будешь есть соленья, которые так не любят наши коллеги-нефрологи. И на самом деле, если поменять призму своего внимания вот под эту фразу, на самом деле ты очень становишься избирателен в еде и совершенно по-другому начинаешь продумывать, что ты кушаешь, ровно потому, что и многие привычки питания – это тоже наша история семейная. Да. И нужно сказать, что вот в этом смысле наша русская кухня и традиция потрясающих застольев, она немножко противоречит вот этому пресловутому здоровому образу жизни, про который мы тоже в последнее время так много говорим. Да, еще бы, потому что если поесть, так поесть жирного, всего такого жареного, углеводистого, а нужно полноценно правильно. Стол номер 5 или просто обычное питание, но каждые 3 часа. Яблоки, бананы, творог. Здоровые перекусы, которые не занимают, которые являются полноценными. Нам же нужны и углеводы, и жиры, и белки. Поэтому взять и обесточить свой, условно говоря, организм только водой и, например, вареными яйцами. Нет, это другая сторона. Это другая сторона расстройство медали, пищевого поведения там недалеко. Организм похудеет. Да. Но он ведь за это потом отомстит. Конечно. Причем во благо самому хозяину. Представляете, вот вас не кормит хозяин, потом неожиданно появилась еда. Организм очень умный, создатель создал просто вот невероятный механизм. Организм начнет накапливать жир, потому что он не знает, завтра хозяин его накормит или нет. Поэтому он будет запасать до тех пор, пока он не поймет, что в принципе больше хозяин не является врагом. Когда пища поступает в понятные часы и регламентированные, то есть пациент кушает по режиму, организму не нужно устраивать вот эти залежи запасов на всякий случай, на случай, условно говоря, следующего периода, когда наш пациент решил неожиданно похудеть.
Поэтому сегодня эндокринологи имеют огромное количество опций, когда можно с помощью лекарственных препаратов очень серьезно изменить и образ питания, за которым прежде всего стоит образ мышления. Конечно. И образ понимания, почему ты это делаешь. А вот врачи не любят жировую ткань. Но почему? Потому что она не просто ткань, это не просто жир, который имеет, ну, условно говоря, такие косметические дефекты. А жировая ткань, она, к большому сожалению, является метаболически активной, то есть она живет как некая субстанция, которая способна вырабатывать маркеры воспаления. Она может быть как губка и собирать в себя токсины. Ой-ой. Поэтому, безусловно, мы всегда говорим про жировую ткань как про ту часть нас, с которой нужно быть аккуратнее. Если есть возможность прощаться, это надо просто делать грамотно. Да, потому что ожирение уже понятно, что приводит к очень многим заболеваниям. Онкологи про это говорят, что просто напрямую связано с тем же раком прямой кишки. Ревматологи, эндокринологи про это все говорят, что ожирение – это бич нашего века, который, к сожалению, как раз человека и ведет к каким-то заболеваниям, ревматологическим в том числе, возникновению. Конечно, мы говорим, наверное, про наше самое распространенное заболевание – это остеоартрит. Раньше мы говорили, что это артроз, это дегенеративные заболевания, которые связаны с возрастом и, понятно, с весом. На сегодняшний день мы хорошо понимаем, что это остеоартрит. Мы перестроили свое мышление по восприятию этого заболевания. Это просто очень малое, но воспаление, которое неуклонно происходит у пациентов старшей возрастной категории. И здесь ожирение, оно имеет свое влияние не только как банальная история, да, там 120 килограмм, да. Коленки испытывают нагрузку избыточную. Да. Мы говорим прежде всего про иммунное воспаление, которое тоже имеет очень серьезное значение. Вот так вот. Алена Игоревна, что у нас с другими факторами риска? Уже наименее значимыми, но они есть. Модными на сегодняшний день факторами риска, про которые как... Ну, ковид – это уже не модная история, правильно? Но я понимаю, что многие ревматологи, вы в том числе спрашиваете, так, коронавирусом болели практически все, но вот после него... Очень много проблем появилось у всех специалистов в области медицины. Это абсолютно. Давайте вот прям буквально немножко поговорим про вакцинацию. Так. Вирусная инфекция, которая была, вот пандемия коронавирусная, да, которую мы все пережили, это, безусловно, определенный триггер. Прежде всего, триггер для иммунной системы. И нужно сказать, что мы сегодня, на мой взгляд, живем в ситуации, когда иммунная система находится немножко на взводе. И я бы очень посоветовала всем быть крайне аккуратными с точки зрения возможности использования триггеров для того, чтобы иммунная система стала прям агрессивной. Кто к этим триггерам относится? На самом деле очень, то есть вот этими провокаторами иммунной системы являются очень многие чужеродные агенты. Ну вот, наверное, сегодня, не знаю, я, например, почему-то очень вижу очень много татуированных... Не только вы, Алена Игоревна, все видят татуированных. Уже чистый человек, ну вот даже на пляже, мне кажется, это уникум. Ну вот правда, вот просто со светлой обычной кожей, без татуировок, у всех, у девушек, у мужчин, я совершенно вот не против любых экспериментов каждого над собой, но здесь, если человек это делает осознанно, и он понимает, что в краске есть соли металлов, которые являются провокаторами иммунной системы, и после этой информации пациент идет и разрисовывает половину себя в каком-то замечательном рисунке. Ну да, наверное, это его право. Но здесь нужно понимать, что мы ведь никогда не знаем, насколько агрессивна наша иммунная система в данный момент времени. Кто-то может разрисовать все тело, и будет все хорошо. А кто-то сделает очень небольшую татуировку, и этого будет достаточно, как вот последние капли в стакан, чтобы он разлился.
Вот мы с вами никто не понимаем, в каком иммунном статусе мы находимся на сегодняшний момент. Мы можем, там есть, безусловно, определенные анализы, которые могут посмотреть клеточный иммунитет, уровень иммуноглобулинов и так далее. Но это не уровень понимания последней капли. Кто еще относится к таким триггерам? Безусловно, татуировки, да, филлера. Это вопрос к барышням. Так. Потому что... На святой Алены Игоревны замахнулись. На филлеры, так. Протеиновые коктейли. Протеиновые коктейли? И протеиновые коктейли в том числе. Шок. Это шелаки. Мы все время очень хотим быть красивыми, но мне кажется, мы очень уходим от истории просто естественной красоты и естественного старения. На мой взгляд, это немножко забавно, когда женщина в 90 лет выглядит лет на 40. Иногда мне кажется, что это даже страшно местами. Но вот здесь всегда должна быть какая-то разумная середина между вот этими стандартами красоты, потому что мы действительно поимели теперь такое заболевание, вернее, синдром, который называется Age-синдром, это синдром активизации иммунной системы на фоне вот этих провокаторов иммунной системы. К ним, например, относятся и металлы, которые нередко мы тоже видим во многих частях тела молодых людей. Пирсинг, то бишь? И пирсинг, да. Отчасти это импланты, и есть история, когда имплант становится провокатором иммунной системы развития Age-синдрома. Алена Игоревна, мы продолжим уже после новостей. Очень интересно. У нас все заслушались, узнаем, что в стране и мире, и вернемся к нам. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны рассказали о зачистке Красного Лимана в ДНР. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от этого населенного пункта. В ведомстве добавили, что в Красном Лимане продолжается разминирование и зачистка города от мелких групп противника. За сутки в его окрестностях были уничтожены около 20 украинских военнослужащих, а также боевая бронемашина производства США, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии до исторического максимума. За период с 1 по 25 июня этого года поставки достигли 141 тысячи тонн. Это почти в 2,5 раза превышает объем за май. Данные опубликовал Центр ценовых индексов, говорится в публикации «Ведомостей». Отмечается, что в июне прошлого года объем экспорта бензина из республики был незначительным. Он составил 1 тысячу тонн. В Турции назвали темы саммита НАТО в Анкаре. В повестку внесены вопросы угроз и вызовов для Евроатлантики, а также тема Украины и южного фланга Североатлантического альянса. На саммите будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия блока в области сдерживания и защиты, сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бохнаритин Дуран. Заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-союзников состоится 8 июля. Ожидается прибытие президента США Дональда Трампа. Всего на саммите будут представлены 32 страны. На западе Франции проводятся испытания подразделений боевых роботов. Тесты идут в рамках проекта «Пендрагон». В статье журнала Le Point отмечается, что роту солдат намерены заменить роботами, взаимосвязанными с дронами. Наземные умные машины при поддержке около 60 БПЛА должны выполнять задачи, которые обычно поручаются подразделениям пехоты. В материале говорится, что наземные машины весят от 2 до 3 тонн и передвигаются за счет двигателя внутреннего сгорания. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Вечером синоптики обещают плюс 17-18,
Ночью и утром в понедельник облачно 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам. Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо. Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся. На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925 33 17, код 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Итак, темой у нашего эфира «Как не стать пациентом ревматолога». Разбираем. В начале эфира уже, целые первые полчаса говорили про факторы риска, их предостаточно. И будем продолжать. У нас в студии главный ревматолог ДЗМ, заведующая межокружным ревматологическим центром КНИЦ больницы 52 Алена Игоревна Загребнева. Напугала нас. Напугала. Филлеры надо вытаскивать или выкачивать, я не знаю, татуировки смывать. А, кстати, если это возможно, конечно, если вы там прилепили детские татуировки. Идеально, кстати, вариант. Скажите, Алена Игоревна, вот мне предлагали, кстати, врачи. Говорят, хочется, пожалуйста, приклей. Через 2 недели не будет, ты покрасуешься, и ничего страшного не будет, если никакой не будет аллергической реакции. Тоже, знаете, да, вот такой момент. Но, тем не менее, мы поняли, смех смехом, но это дела серьезные, потому что набьешь тут маленькую татуировочку в виде сердечка, а потом пациентом ревматолога станешь. Поэтому тут нужно очень аккуратно, раз мы такие все иммунно напряженные сейчас, правильно? После коронавирусных дел, правильно? Так, с этим мы разобрались. Так, что у нас там еще? Стрессоустойчивость. Вакцинация, да, давайте с нее. Да, мы хорошо понимаем, что у нас очень часто инфекции являются провокаторами наших развития аутоиммунных заболеваний, поэтому, несмотря на то, что мы, по-моему, пережили вот этот бум, когда было модно не вакцинироваться. Я не слышал, слава богу, антиваксеров. Мне кажется, что вот это сейчас единичные случаи, по крайней мере, то, что есть среди моих знакомых. Но, тем не менее, мы говорим о том, что соблюдение графиков вакцинации – это как раз правильное триггерение иммунной системы, когда она запоминает, вырабатывает антитела и очень быстро может включиться в борьбу с каким-то заболеванием в следующий раз, если она встречается с этим патогеном. Поэтому у нас есть сезонные прививки, у нас есть обязательные прививки. Вот я абсолютно точно призываю всех пациентов пересмотреть свое отношение к прививкам, если вдруг оно какое-то не соответствующее, например, медицинским канонам. То есть здесь на самом деле
это всего лишь прививка, это всего лишь обучение иммунной системы бороться с вирусом или с бактерией, против которой мы вакцинируемся. Поэтому мы же всегда за учебу. Конечно правда? же. Ну вот сейчас на самом деле очень много в этом году прививок от клещевого энцефалита. Конечно. Прям вообще, то есть я удивляюсь, что очень мне много знакомых привились на всякий случай и правильно делали, потому что, казалось бы, вроде Московская область, рядом Российская Федерация, мало где, а сейчас очагов очень много, и у нас в Москве, даже в парках, клещи иногда добираются. И не простые клещи, а болезненные, поэтому тут тоже надо быть очень Да, тем более аккуратным. особенно, когда мы куда-то передвигаемся, где есть свои опасности, это тоже нужно помнить. И даже планируя отдых, про эпидисторию нужно сдать с той страны, куда ты едешь, потому что это должно быть... Отдых должен быть безопасен, и он, кроме удовольствия, не должен приносить, в принципе, ничего. Да, это правда. Итак, стрессоустойчивость. Это наша самая волшебная тема, которая никогда не закончится ни у кого. Она вообще у кого-то стрессоустойчивость осталась, Алена Игоревна, только честно. Вот у вас она есть, стрессоустойчивость? Да, я считаю, что очень неплохой уровень. Да? Да. А как, кстати, проверить этот уровень? Я тоже хочу понять. Посмотреть, сколько триггеров, на которые, удары которых вы пропускаете. Я бы так это назвала. Тогда это уже очень стрессоустойчиво. Не знаю, шкала, интересно, стрессоустойчивости есть? Вот у врача она есть такая шкала? Нет, стрессоустойчивость есть, конечно, определение шкалы. То есть у нас есть много шкал, по которым работают и ревматологи в том числе, потому что когда приходит пациент и говорит «болит», наша задача ответить на вопрос. Это болит, потому что есть воспаление, или болит, потому что у пациента есть неправильное восприятие боли, или болит, потому что у него есть 1001 причин испытывать боль, и это вообще никак не связано ни с суставом, ни с позвоночником, ни с воспалением. Поэтому, да, нам нужно сказать, что вот ревматолог, он отчасти должен быть и неплохим психологом, который может в том числе условно-качественно оценить психотип пациента, который перед ним находится. Потому что понятно, что если мы занимаемся воспалением, а воспаление – это боль, Да. Понимать генез боли для нас является очень важным. Но нужно сказать, что мы действительно с вами сейчас живем в очень такое непростое время, оно достаточно тревожное, и уровень восприятия проблем локального, мирового масштаба, он приводит к тому, что есть определенная тревожность в обществе, есть упаднические настроения, стало меньше позитивных, улыбающихся людей. На самом деле и наши коллеги-психиатры говорят, что пандемия коронавирусной инфекции не прошла бесследно для состояния нервной системы. Поэтому, да, безусловно, мы всегда говорим, что нужно развивать стрессоустойчивость. Но это вот еще один момент, так же как нужно похудеть, бросить курить и развивать стрессоустойчивость. Да. Угу. Всегда интересно, ребята, как вы это предлагаете сделать? Развивайте. Потому что лозунгами всегда говорить очень легко. У пациента возникает вопрос: вы все такие умные, блин, только непонятно, что делать с собой после посещения вас, да? Да. Поэтому, конечно же, вот есть некоторые моменты, которые я всегда с большой любовью, на самом деле, вспоминаю то время, в котором выросла я, время Советского Союза. Можно по-разному относиться к этому времени. У любого времени есть всегда две стороны, как у любой медали. Да, но вспомните, чего было у нас много. У нас много было общения с родителями. У нас много было общения с соседями, с друзьями. Я сейчас иногда забавно так наблюдать. Приходишь, и, например, в кафе, сидят, ну, например, семья собралась в кафе, но каждый сидит в своем телефоне. Да. И это правда. Это уже высмеивают наши артисты, но потому что это правда как-то становится ненормально. Семейный отдых. А на самом деле мы отдыхаем там, где нам хорошо. Хорошо — это всегда семья, близкие люди, наши друзья. Это
прямое общение, от которого, к сожалению, начали уже отвыкать наши дети. Это правда. И я, например, очень часто выпинываю детей из дома со словами: прекратите вот эту вот переписку. Идите и поговорите, погуляйте. Да. Очень красивый город, в конце концов. И общение — это большая часть, которая нам позволяет получать положительные эмоции. Во-вторых, я пациентам всегда говорю: напишите список вещей, которые приносят вам настоящее удовольствие. Если вы понимаете, и вещи, где вы теряете скорее энергию, да, и которые приносят вам неудовольствие. Это, слушайте, как у психолога на приеме, а не как ревматолога. Если Да. вы понимаете, что Мгм. вот эта колонка вещей, которые вам приносят удовольствие, она ничтожно мала по отношению ко второй колонке, очень хорошо поговорите с собой, а что вам нравится, и направьте свою энергию как раз вот туда, где вы будете черпать удовольствие от жизни и скорее наполнять свой сосуд, а его не расходовать. Очень важная история сон. Наверное, про это тоже нельзя не сказать. Сон. Потому что Это ночной да. сон это отдых всех систем организма, это как раз элемент восстановления, это тоже очень важно. И начиная с того, что есть банальные сомнологи, а во-вторых, заканчивая тем, что сейчас очень часто тоже нарушается, это режим труда и отдыха, когда мы предпочитаем что-нибудь долго смотреть или во что-то играть, О, а да. потом утром на работу, и ты просыпаешься. У нас в одной из наших шкал есть, оцените, пожалуйста, утомляемость от 0 до 10, где, условно говоря, 0 ты энерджайзер, а 10 из разряда проснулся и устал. И если ты спал 3 часа и делаешь это каждый день, в принципе, понятно, что ни один организм, он не выдержит ничего. У нас все... Это интересно, Да. у нас публика, мне кажется, была пандемия коронавируса. Все знали, как его лечить. Сейчас все знают, как воевать. Вот у меня вопрос. Да. Ребята, вы собой займитесь. Вот займитесь Это самое собой, сложное, Алена Игоревна, потому это что самое сложное. это самое сложное. Да. Давать советы другим и займитесь просто собой. Поймите, вы вообще кто, а чего вы хотите, а не хотите ли вы в своей жизни что-то поменять. И самое главное не просто понять, что ты хочешь поменять, и лечь, условно говоря, в этом направлении. Очень важно начать совершать действия, Да. которые приводят к тому, что твои цели становятся достижимыми. И, по крайней мере, про очень многие вещи, про которые мы сегодня говорили, это там, где московская медицина реализовала абсолютно все варианты. Хочешь бросить курить? Пожалуйста. Хочешь похудеть? Пожалуйста. Все есть для этого. Центр неврозов. То есть если ты понимаешь, что ты не справляешься с какой-то ситуацией, и в этом есть медицинская помощь. И здесь, на мой взгляд, то есть вот самая плохая история — это когда просто пациент свесил лапки и просто вот говорит: все плохо, и все будет завтра плохо, и делать ничего не буду. Что называется, под лежачий камень вода не течет. У нас, к сожалению, нет вот этой проактивной пациенты, когда пациент не хочет, а медицина говорит надо и заставляет. Мне кажется, по отношению к некоторым пациентам это было бы абсолютно правильно. И не потому, что пациент в депрессии находится, а потому, что он просто, такой, да, сам по себе. Не видит свет в конце тоннеля. Почему он так свесив лапки? Иногда просто нет сил. Мгм. Нет сил сделать первый шаг. И так тоже бывает. И здесь нужен либо человек, который, Да. условно говоря, этот волшебный пендель сделает, да, либо человек, который просто тебе подарит кусочек своей энергии, когда ты... Этого хватит для того, чтобы начать первые шаги. Вот. А всегда я еще говорю своим Да. пациентам, я говорю, есть китайская мудрость. Если ситуация, в которую ты попал, решаема, не волнуйся. Если она нерешаема, не волнуйся тем более. Потому что мы очень любим Да. сами себя загонять в какие-то тупики,
которые потом из нас эти переживания высасывают из нас последние силы, а потом у нас нет сил даже на банальные вещи. Ну, то есть вот мы очень любим, как мне кажется, сейчас, как в кавычках, загоняться, да, а вот телефон и электронная среда, она нам в этом, к сожалению, очень часто, мне кажется, помогает. Это про искусственный интеллект Алена говорит. Мы тут немножко пообщались, да, что он может помочь, направить и не только успокоить, кстати. Да, потому что искусственный интеллект, когда наши пациенты начинают советоваться с GPT-чатами и получают целые программы обследования, лечения и так далее, то есть вот здесь мы всегда говорим, искусственный интеллект – это классная штука, но она должна быть разумно применена. Да? Это как ядерное оружие. Без него плохо, но применять его везде – это уж точно не цели и задачи. Поэтому искусственный интеллект, он может во многом облегчить и медицинскую, и элементы общения врача-пациента, да, и очень многие моменты. Но это не должно быть вот этим. То есть мы не можем искусственный интеллект заменить врачом, потому что есть очень много моментов абсолютно индивидуальных. Мне очень нравятся слова создателя искусственного интеллекта, который сказал, что да, есть очень много опций, когда искусственный интеллект может справиться порою даже лучше врача, но он никогда не сможет справиться с индивидуальностью, с индивидуальным подходом. Да. И когда нужно, вот это на самом деле вот одна из профессий врача-ревматолога, когда у тебя вот есть куча пазлов, а тебе нужно составить картинку. То есть вот эти большие данные, но когда тысячи или миллиарды комбинаций, которые встречаются не так часто, безусловно, врач абсолютно незаменим. Ну, потому что врачебная чуйка есть, опыт, и вообще мы же люди. Это искусственный интеллект, он только обучается же. Это, как сказали, первоклассник еще пока. Пока да. Ему учиться и учиться и учиться, а тут люди пытаются с ним личную и, собственно, пациентскую жизнь полностью. А, кстати, встречается такие моменты, Алена, говорим, приходит на прием уже с распечатанным списком анализов, то, что GPT Конечно. посоветовал, Да. и какие препараты можно... Доктор, назначьте, пожалуйста. А там распашонка на 3 страницы, и Понятно. 1001 версия происходящего, и еще 2000 версий лекарственных препаратов, которые нужно попринимать. Поэтому, да, на сегодняшний день нужно сказать, что сейчас это такой мини-бич для молодежи. Ага. То есть все-таки как-то мы же всегда понимаем, что чем меньше уровень знаний, тем больше кажется, какой ты умный. Да? То есть кто умнее, первоклассник или академик? Конечно, первоклассник, Конечно. потому что академик прожил большую жизнь, он знает 1001 вариант. В том числе варианты, когда он был абсолютно уверен, что он прав, и он оказался неправ. Поэтому умудренные и опытом, и жизнью люди, они, как правило, очень скромные в жестких позициях и по диагнозу, и тем более по тактикам лечения. Ох, Алена Игоревна, сегодня такой эфир философский получается, прям душа душой, честное слово. Алена Игоревна, все-таки к нашим заболеваниям вернемся. Вот почему скованность – это вот первый признак ревматоидного артрита, например, и вообще аутоиммунных каких-то других заболеваний. Давайте сейчас уже по каким-то симптомам пробежимся, Да. потому что бывает такое, вообще от постановки диагноза до постановки диагноза, сколько иногда времени проходит? Я знаю, что есть люди, которые долго-долго ходят по обычным врачам, по терапевтам, отправляют, погодите секундочку, тут болит артроз, артрит, не назначают анализы или еще что-то. Причем молодые люди, да, мы сейчас понимаем, что сейчас дебют заболевания, он снизился вот до такого порода из-за всех вот этих вот факторов риска. Вот, кстати, стали более настороженные врачи и общей практики, и терапевты на участках по поводу... Вот онкозаболевания мы знаем, все онконастороженные у нас, как правило, сейчас. Это правда. Есть такое в Москве, по крайней мере. По поводу ревматологических заболеваний. Помню, мы несколько лет назад говорили, что вот
с этим ведется активная работа, чтобы действительно были насторожены, чтобы не пропустить вот эти звоночки, а там бах, там уже колокол, и там уже диагноз расцвел со всех сторон, и уже есть какие-то последствия. Не лечение. Нужно сказать, что мы от поздней диагностики, наверное, не побоюсь такого громкого слова, но ушли почти полностью. Супер. У нас, на самом деле, нужно сказать, что это как раз для советского человека очень свойственно терпение. И болит, у всех болит. А наша молодежь, например, так абсолютно не рассуждает. И, наверное, отчасти интернет-пространство тоже помогает очень быстро ориентироваться в происходящем. Поэтому все стало гораздо быстрее, и диагностика в том числе, и абсолютно вот все позиции, про которые мы с вами раньше говорили, что нам нужно обучить первичное звено, что нам нужен очень грамотный приказ, когда понятно, при каких симптомах, какие действия нужно сделать, чтобы попасть к врачу-ревматологу. И доступность ревматологической помощи у нас на сегодняшний день мы быстро очень принимаем первичный поток, при этом они могут прийти в телемедицинскую консультацию, когда мы поговорим и поймем, есть наши или нет, и нужно ли остановиться. Или очный прием, что, безусловно, всегда есть после того, как выполнен обязательный объем обследований. Это все уже работает, с этим проблем нет. Я бы, наверное, даже акцентировалась на более старшую категорию, которая имеет вот это свойство терпения, которое работает во вред. Потому что если болит, если есть скованность, то к врачу нужно прийти. Мы лучше снимем и скажем, перестрахуемся, чем мы потом получим позднюю диагностику. Почему утренняя скованность? Да. Потому что это воспаление. Воспаление – это когда наши ткани начинают работать, условно говоря, туго. И вот именно вот это чувство, когда тебе нужно после сна расходиться, подвигаться и становится полегче, это как раз вот это воспаление, которое снимается в том числе в нашей внутренней выработке гормонов, которые имеют противовоспалительный эффект. Но нужно сказать, что на сегодняшний день, мне кажется, информационное поле таково, что ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, все вот эти заболевания, они очень быстро доходят до врача-ревматолога, и очень быстро мы их начинаем лечить рано. Это правда. А вот, кстати, вот все равно же переживают, что если есть такой диагноз, ревматоидный артрит, как правило, да, у молодой девушки или у молодого парня, то что дальше будет, не дай бог, инвалидизация. Все равно много мифов все равно вокруг этого заболевания. На прием молодая девушка, женщина приходит, и уже есть этот диагноз. Мы уже говорили, что ревматолог – это равно психолог сейчас. Что сейчас вот из современных методов лечения? Потому что не так много времени до конца программы есть. Появилось, я понимаю, что с каждым годом все больше и больше препаратов. Каких таких, что в ремиссию уводят просто пациента чуть ли не на всю жизнь, а то и полностью человек забывает про заболевание. Есть такое дело? Да, конечно. То есть у нас, во-первых, очень понятные и быстрые сроки для применения стандартной терапии. То есть 3-6 месяцев – это вот 2 отсечки, которые мы сегодня не нарушаем, ибо неэффективность препаратов в первые 3 месяца – это повод к усилению терапии. И на сегодняшний день у нас большая палитра генно-инженерных биологических препаратов, которые, в принципе, не позволяют стать нашему пациенту инвалидом, потому что у них очень серьезный уровень контроля воспаления. То есть, вот условно говоря, если сегодня пациент с ревматоидным артритом заболеет, да, вот этой история учебника, когда изуродованные кисти с разрушенными суставами, это история не сегодняшнего заболевания ревматологии. Я говорю всегда своим молодым коллегам-ревматологам, что вы живете в невероятно крутое время, потому что если бы наши учителя знали, какие бы опции мы будем иметь буквально через 20 лет, это просто небо и земля. Если раньше у нас были только гормоны и метотрексат, да, то сегодня у нас есть метотрексат, который мы по-прежнему любим. Мы почти не используем гормоны,
но мы используем биологические препараты, которые позволяют нашему пациенту чувствовать себя абсолютно здоровым. Поэтому, возвращаясь к молодой барышне с ревматоидным артритом, единственный вопрос, который будет у нас, насколько для нее важен сию секунду вопрос беременности. Потому что если это история, которая хочется быть реализована сегодня, то мы минуем стадию стандартной терапии, где есть ограничения по зачатию на момент приема лекарственных препаратов, сразу переходим в геноинженерные препараты. Поэтому сегодня в ревматологии пациенту, мне кажется, не страшно. Ой, вот. Все остальное мифы. Да, вот, а мифов предостаточно на самом деле. Но все-таки, слушайте, Алена Игоревна, вот вопрос. Все-таки аутоиммунными заболеваниями болеют больше женщин или мужчины? Больше женщин. Почему? Вот тут-то понятный момент. Мы поняли, что причина заболевания непонятна. В том числе гормональная история, которая важна. Дальше говорить не буду. Но мы очень много на себя взяли, женщины. Как хорошо такое услышать. Ну, буквально 30 секунд от вас советов для всех слушателей. Кто уже пациенты и кто не стал. Надеюсь, не станет еще, чтобы этого не было. Знаете, вчера была на присяге у своего сына, и один из военных, который произносил торжественную речь, сказал такую интересную фразу, она мне прям запала. Он сказал: вы знаете, вы думаете, что вы выбираете время? Нет, время выбирает вас. А вот куда мы потратим свое время, свою жизнь, это только наш выбор. Ой, какие золотые слова. Благодарю от всей души. Спасибо. У нас в студии главный ревматолог ДЗМ, заведующая межокружным ревматологическим центром КНИЦ больницы 52 Алена Игоревна Загребнева. Спасибо. Спасибо. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал ужастиками статьи о возможности удара России по Польше. Подобной информации в отношении Российской Федерации публикуется очень много, сказал он. В комментарии журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва рассчитывает, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы диалога по Украине. Мы сохраняем свою открытость к переговорам